Всем привет, друзья! Сегодня суббота, 19 июня. Вернулся я благополучно, как вы знаете, со своего путешествия по восточному Казахстану. Оклемался, отдохнул, выспался. В общем, причесался, можно сказать. И вот сегодня мы решили с друзьями съездить в сторону Бишкека. Есть такое место, ущелье Каракистек называется. И там, согласно картам Google, ну и фотографиям, которые люди размещают, есть какие-то каракистекские штольни. Вот туда мы сейчас едем. Я, Мирослав с Викой и Владимир. Владимир — это мой подписчик, о котором я до этого уже говорил. В общем, Владимир будет на 690-м эндуро КТМ, Мирослав на своей Африке, ну а я на своем Adventure. Договорились встретиться в 9 утра, я приехал на 5 минут раньше. Вот. Настроение боевое. Поедем туда, сварим обед, отдохнем и назад. Хотели сперва с ночевой поехать, но у ребят не получается, поэтому едем как есть. Так, здорово. Там Владимир ждет. Там впереди. Привет, Вик, как дела? Ты оказалась на канале Giveaway Motovlog. Что, поедем туда, там пообщаемся и познакомимся, да? Да, у вас 2821. Угу. Вот стаканка есть? Нет, нет. Возьмите карту. Я смотрю на тебя, я смотрю никуда. Я не знаю, что ищу, от кого куда бегу. Посмотри на меня, кто же я, что же я? Это ли моя судьба, 3 кола и 2 гвоздя? Они мне в глаза глядят, сделай шаг, мне говорят. Ясно, что они меня на кол посадить хотят. Видеть истину хочу, я пытаюсь, не могу. Всю жизнь западло, ищем и одно клеймо. Мне кажется, Вика сейчас подумала: бля, началось. Когда вы съехали с асфальта, да? Я хочу чуть сбросить давление. Давление в шинах чуть сброшу, прям катается она на камешках. Как, Владимир? Как вам погода, а? Хорошо. Я смотрел по прогнозу, там было в 12 вроде бы. Вероятность 30%. Я из-за Мирослава, блин, в первый раз в жизни спорт-режим включил. Ты чё, блин? Он говорит: ой, зачем нам столько бензина? У меня уже 2 делений нет, блин. Топили там, блин. Где мы вроде нормально? Ну все вот это, как выехали с Акжара, в гонки ты устроил. Это тебе вообще-то не Isle of Man. Устроил здесь ралли, блин. У меня жим-жим, блин. А он фигачит по встречке. Вообще страх потерял. Я не знаю, как нам быть. Я не знаю, как нам жить. Не явился я на свет, чтобы быть одним из них. Они мне в глаза глядят, сделай шаг, мне говорят. Ясно, что они меня на кол посадить хотят. Видеть истину хочу, я пытаюсь, не могу.
что, я не думал, что здесь будут чабаны и все такое. Я думал, Не думал, что чабаны здесь будут так. Что так сильно дует? Я свой вентилятор слышал несколько раз в жизни. Ну мы приехали. Располагайтесь, раздевайтесь. для пикника место почище. Посимпатичнее. Я думаю, давай сходим на экскурсию, а потом место найдем красивое там и... Как вы уже поняли, мы приехали. А у меня на флешке осталось место на 11,5 минут. Придется что-то удалять. Вот, Каракистекские штольни. Запланировали и приехали. В Giveaway моtovлог только так. Корова стоит, да. Сейчас у нее, блин, инфаркт будет от страха. Типа, что этим надо? Кожаным ублюдкам, да? Но мы все равно посмотрим. Реально очень страшно здесь. Реально страшно. И такие булыжники, такая порода горная прям. Блин. Вспоминается фильм про этот День независимости, там где президентов тарили же. В Неваде где-то там в Штатах. И там такие же дыры в горах, в скалах. Все уже темно здесь становится. Интересно, какая глубина? Что-то здесь можно споткнуться. Очень больно. Что-то от фонарика толка никакого нет. Наверное, на камере нифига видно не будет. Ну вот, я вот до сюда дошел. Ох, блядь! Блядь! Ох, сука! Ах, я башку ударился об камень. Сильно? Да не сильно, блин, дай руку. Сука, вот тебе. Давай. Блогер-хуёгер, блядь. Если бы я камеру в руках не держал бы, не было этой херни. Здесь реально очень глубоко. Можно провалиться и травмироваться. Пойдемте в Ламбеде, Владимир, не бойтесь. Мы вас спасем. Кажется, вот тупик уже, да? Так для чего это было вообще? Неужели вот... Или там, кажется, проход дальше был, просто они его завалили, да? Да нет, проход. Хотя, может быть. Мне кажется, завалили, потому что... Да? Насыпано. Скорее всего, завалили. Обвал был. Естественно, неестественно, непонятно. Тут даже Вику не видно, блин, только ноги. Чернобыль. Снимать можно здесь. Мирослав уверяет, что то, куда мы зашли, это не основная штольня, как бы пещера, да, здесь. Вон там выше есть еще. Поэтому мы взбираемся на самую вершину этой насыпи. Владимир с нами не хочет. Ну ладно. Вот Каракистек. Да мы тут корябкаем. Че? Заиндурить хочет сюда. Кто он? Да. Владимир, наверное, думает, ой, блин, это шпана. Зелень пузатая. Я заеду и все. Ну, мальчики же, одним словом. Надо порисковать. Ну, сама себе на голову Вика. Ё-моё. Ё. Да, здесь во весь рост. Можно еще идти. Посерьезнее. Тут посерьезнее, да, поглубже, кажется, даже. Будешь там? Нет, она тоже идет. Мы как в мультике американском. Время приключений. Посмотрели уже 2 штольни, нам этого мало. Вика говорит, хочет еще. Но если женщина хочет, надо давать. Поэтому мы идем дальше. Тут очень много разбросано вообще по всему холму. Вот такие вот насыпи, поэтому мы предполагаем, что таких штолен здесь предостаточно. И вот перед нами виднеется 3-я по счету. Владимир там уже горизонтальное положение принял. Походу. От души мы там погуляли, полазили. Все засыпано. Вот это вот открытое, да? И вон та штольня. Все остальное засыпано. Здесь какая-то палатка стоит. Мы не рискнули зайти там, что там. Вон видно солнечная батарея прямо на улице. Там юрта. Там коровы внизу. В общем, вот так.
Сейчас будем есть, варить чай, кофе, кому что. Владимир здесь приуныл. Да ладно, ну вы что, Владимир? Вы так лежите в такой позе, можно картину маслом. Так солнышко повернулся. В глаза светит. Приуныли. В глаза. В общем, ребят, мы решили дальше уже не ехать. На тяжелых там, мне кажется, будет очень тяжело. Поэтому разворачиваемся и едем вниз на поляну. Зачем мне лапку? Война войной, ребята, но обед по расписанию, видите? Все, у нас сейчас кухня открылась. Кто-то дошик ест, кто-то китайский рамен, ой, корейский. Вот такой мы сделали привал. Все замечательно. Единственное, было бы еще лучше, если была бы тень, но нету тени. Поэтому пока что так. Я имею в виду, пока жир там растает. Нафиг этот жир. Мясо Да, пойдет. да, согласен. Чуть-чуть разогреется в этом. Они мне в глаза глядят, сделай шаг мне, говорят. Ясно, что они меня на кол посадить хотят. Великий хочу, я прорваюсь, я могу. Всю жизнь западло, тащим мы одно дерьмо. Вот и все, друзья. Путешествие подходит к концу. Спустились мы вон с того ущелья, село Суран-Шабатыр. Чуть выше там по ущелью Кастек. Сейчас будет Кыры-Кастек. И все. Кара-Кастек, да? Сейчас через Узунагач в Алматушечку. Погода что-то пасмурно. Мирослав говорит, возможно, нас застанет еще в пути. Вот здесь какие-то угодья, я не знаю, что выращивают. Помидоры или что. Вот такая получилась поездочка. Все счастливы, все целы. Все зарядились энергией, природой. До следующих путешествий. Пока.